В Соловецком районе сегодня впервые стартовал день эпоса «Урал-Батыр». Где, по легенде, был похоронен сам Урал-Батыр, сегодня собрались те, кто любит наш эпос. Безусловно, в последнее время очень большое внимание нашему произведению, благодаря группе Йола, всемирно известной, нашей башкирской группе. И вот, как вы видите, за моей спиной тысячи людей, кто сегодня решил прикоснуться к истории нашего эпоса и стать, наверное, свидетелями такого большого праздника. Как пройдет этот праздник, я сейчас вам расскажу. Биг Матур Байрам, Байрамда баллар, очень много детей. Здесь присутствующий каждый мальчик – это маленький Урал-Батыр. Присутствующая маленькая девочка – это маленькая Хума. Я этому очень рада. Урал-Батыр – это не просто эпическое сказание. Это та действительность, та реальность, в которой наш народ жил. И очень важно проводить такие большие мероприятия, где люди наполняются смыслом, смотрят концертную программу. Но в то же время самое важное – это само место, где покоится Урал-Батыр. Это макам Урал-Батыра, где его душа, и он оставил нам вот эти заветы, которые дошли до нас в виде эпоса. Мы полюбили Урал-Батыр, смотря вот группа Аюла. Раньше я вот это все не понимала, а сейчас дальше больше охота до конца учить. Мы все дети нашего праотца Адама, алейхиссалям, да? И в каждую эпоху был ниспослан посланник, мессия, который доносил истину народа на родном языке. Об этом написано и в Коране. И народ, объединившийся в какой-то момент, к нему приходил мессия, который показывал прямой путь. Путь к небесам, путь к очищению внутреннего света, внутреннего мира своего, баланса своей тьмы и света, да, то есть как в Урал-Батыре, Урал и Шульген. Мы народ Урал-Батыра. Урал-Батыр эпосын қағазға тіркеген жер, ол Икенсотқол Баймақ районы Хамит Сасан утары деп есептеледі. И в каждую эпоху на уровне развития определенного человечества приходил мессия, который для всех людей, это пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего. То есть мы все умма пророка Мухаммада. Мы нация Ибрагима, Авраама, алейхиссалям. Поэтому здесь нету каких-то отдельных религий, на мой взгляд. Здесь нету чего-то такого разделяющего людей. Это вся одна единая, цельная, огромная тысячелетняя история, когда наш Творец, наш Создатель, Бог, Аллах Всевышний, да, каждый обращается к Нему на разном языке. Мы все с двумя руками, с двумя ногами, с одной головой. То есть мы творение Божье. И, конечно же, Создатель отправляет своих посланников, чтобы они людей вели дорогой света, дорогой добра. Процветание нашей республики, всей России в том, чтобы мы сохраняли традиции, мудрость предков. И я думаю, в этом есть вот этот вот баракат, это ключ к тому, чтобы стать сильнее. Их альбом полностью пронизан эпосом Урал-Батыр, вдохновлен, и, как Ренат сам говорит, его сопровождает Всевышний на этом эстрадном пути. Батырдарыбызды унутмайбыз. Ушулай йыйылышып, бик һәйбәт мероприятие. Где бы мы ни снимали клипы, где бы мы ни выступали, нам всегда помогает Урал-Батыр. Это правда так. И мы всю трассу до сюда ехали по дождю. Я говорю, мы приедем на площадку, и все будет хорошо. Будет светить солнышко, люди нас будут слушать, и в очередной раз это чудо случилось. Рамазан айтылы, һин кем? Башкорт Навай. В духовном плане
именно на тонком плане. Самые важные мероприятия проходят на макаме Урал-Батыра, где читаются молитвы, где читаются аяты из Корана, где просят огромное количество людей для блага нашей республики, страны, для всех людей на земле. Вот, и порядка почти 300 Коранов прочитали со всей страны, со всей России и посвящали награду от прочитанного душе Урал-Батыра, душе пророка Мухаммада, всем душам всех святых, аулия. Поэтому это очень важное мероприятие в совокупности с самой духовной частью, ну и, конечно же, с концертной программой для людей. Пусть это будет ежегодной нашей большой, замечательной традицией собираться тут на День эпоса Урал-Батыр. Аман! Пока-пока!